Dostlarım, men endi sizga hozir balakkagina bir sayohat yasayım. Mana shunda bizning boshlandi, shunda bo'ldi bizning tanishuv, ham shunda qobinib ketdi bizning muhabbat, ham shunda borliqqa keldi bizning oila. Dostlar, mana shu o'rinda bu menga eng yoqin o'rinlarning birisi. Yamsiz bo'lsam shunday, mana bizning mana vaqt turaydi. Mana shunda men uchratdim o'zimning turmushimdagi eng motor, eng yaratgan jimishimni, ota-onamni. Bu menga shinabda bek ko'ngillar do'kinlana, ko'p aylar o'tirga to'g'ri keldi bizga. Barisi shodligida, qayg'usida bo'ldi, ammo lekin mana shu o'rin bo'lmasa edi, unda men yashamasam edi, u qonaqqa kelmasa biz mumkinni bo'lmas edik, ham uning mening jimishimning tug'an kunida o'tirmas edik. Bismillahirrahmanirrahim. Да, охота. Обалдеть. Ну, здесь мы просто жили, я жил, вернее. Ну, она иногда приходила ко мне в гости. Нумерация здесь поменялась. Сюда мы с Ильфатом пришли, короче, отмечать День Победы. Ну, мы посидели и поехали, короче, на пятачок. Ну, тогда молодежь тусила, там все студенты, там встречались, все влюблялись там. И мы с Ильфатом собрались туда. И по пути встретилась она, ну, Ирина моя встретилась там. Прямо на личном пролете. Я говорю, тебя как зовут? Она говорит, Света. Я говорю, а ты где живешь? И она на стене нарисовала, где она живет. И она вот так нацарапала, короче, типа вот Назор, и говорит, типа там остановка рядом медучилищем, там выходишь, там магазин Незабудка, отсюда проходишь, там, говорит, один единственный дом такой, ну так, как будто спортзал там наверху. Ну что ж, раз она так все обрисовала, пришлось мне туда поехать, короче, через 2 дня. Это же был 94-й год, это было 16 мая. Ты помнишь конкретную дату вашего знакомства? Конечно, причем мы его каждый раз отмечаем. Вот здесь у нас, можно сказать, зародились наши первые чувства, вот, наверное, вот именно в этом доме. Может, скорее всего, даже вот это была судьба, потому что вот мы могли с Ильфатом куда-нибудь вообще уехать там. Могли пораньше, попозже, и они в это время. И на самом деле здесь же у нас общежитие такое, и девчонок много было, и я не знаю, а вот именно она встретилась, и она запала в душу, и так повелось, мы сейчас с ней уже 25 лет уже, даже 26 лет мы с ней живем. То есть на вашем примере можно сказать, что любовь с первого взгляда 100%? Это да, даже 1 000 000%. Это так романтично, так мило. Это да, вот поэтому сейчас меня на самом деле переполняет. Я начал с аграрного университета пешком, прошелся до горсовета все магазины продуктовые, искал ей работу. Потом я уже устал, сюда уже приехал к себе. Захожу, а здесь вот у нас 30-й магазин там был, а здесь вот были сельхозпродукты. И там Розалия Гульдиновна. Я говорю, сделайте что-нибудь. Я говорю, мне нужна, говорю, работа. Кому? Говорю, себе, что ли? Нет, говорю, для моей девушки. Они удивились, типа, как там парень может искать работу для своей девушки. И я все лето стоял рядом с ней у прилавка. Потом она меня сюда устроила самого уже охранником. Даже бывало так, мы стелили с ней эти поддоны же есть. Мы с ней спали даже в поддонах здесь. Здесь продавались конфеты, которые, по-моему, выпускала наша кондитерка. Она мне говорит, какие там, маркировку. Я еду туда, в кондитерскую фабрику, машины нету, ничего нету. И там, короче, покупают 2-3 коробки, его сюда везу. Короче, я жду, пока товаровед там или Розалия Гульдинова уйдет. И, короче, мы продавали свои, а эти оставались тогда. Ну, короче, мы были в наваре. Вот так это был наш первый бизнес. Вот в этом доме Ирина снимала квартиру, я сюда приходил к ней в гости. Вот еще одна история. В день торговли, короче, они вышли куда-то тусить. Ну, мне, конечно, это не понравилось, я потому что страшно ревнивый. И приехал, то ли мы на этом фоне с ней что-то поссорились, там поругались. И все же я к вечеру пришел сюда, дверь закрыта, ее пока нет. И я здесь стою в печальке весь такой. Ну, мне было очень тяжело, я не знал, куда себя деть. И, короче, я здесь иду, смотрю, собака идет, это королевский дог. Ну, черный, большой такой, ну, по-моему, королевский дог был такой. Я вижу, что собака тоже потерялась. Ну, я начал с ней общаться, ну, я же одинок, и он тоже одинокий, как я. И что-то я с ней разговаривал, с этой собакой, как будто она меня понимает. Я на корточках, так, короче, я ее обнял, так, собаку такой, и что-то с ней общаюсь. Смотрим в окошко, Иринки нет, собака меня как будто понимает, но она большая, страшно большая. Как мы друг друга поняли, я до сих пор не пойму. Потом пошли мы с ней гулять с собакой туда, уже к остановке. Смотрю, Ирина возвращается, Ирина приходит. Она увидела, что, ну, идет Ирина навстречу, она с Турцией своей. А я с собакой, она увидела, она обомлела, типа, нифига себе, откуда так, мы же в жизни такую собаку, только в кино такую собаку видим, мы в жизни не видели такую собаку. И, ну, и собака как бы поняла, я
обнял ее, Ирину, началась собаки, что-то попрощался, и она поняла, и тихонько она поковыляла дальше, короче, своей дорогой, понимаете. Вот такая была вот история. Энвер Ибу, ишек açmışsınız mı? Рахмат. Вот эта улица, вот этот дом, вот эта девушка, что я влюблен. Тетя Жень, вам сколько лет сейчас уже? Никто не завидует, 82. О, вы еще молодая еще. Серван тот же, гарнитур тот же. А вот здесь разделено было, вот здесь шифоньером. И, короче, я сюда зашел к Ирине в гости, и внезапно приехал в гости папа. А вот здесь стол вот здесь стоял, а шкаф вот здесь, шифоньер вот здесь стоял, да, вот отсюда мы проходили. И мне пришлось забуриться в шкаф, а там нафталин, всего там пахнет, там, ну, много всего старого там. Потому что, ну, тетя Женя наш в возрасте. И папа сел напротив меня. Иринка не знает, что делать, но она сидит, болтает, мне же надо. А папа не знает, что Ирина со мной встречается, короче. Наверное, минут 40 я здесь просидел, кое-как чуть не выдохся, и, короче, кое-как мы папу проводили. Ире, привет, скажете в камеру? Что-нибудь скажете Ирине? Ей сколько? Ей 46 будет. С днем рождения поздравляю. Самое главное, не болей, будь счастливой, расти внуков и правнуков. Ну, дело было перед свадьбой. Как всегда, у студента никогда денег нету. Я сижу на остановке торгового центра Башкирии. В кармане ни гроша вообще нет, вообще ни копейки. Я не знаю, как это было, это перед свадьбой же. И в итоге я такой сижу и говорю: Аллахайым, Худаим, бір жерден генә бір әз булса да юлга итәрлек акча бир әле ди. Менә сез ышанмассыз бит, вот ничек әйтим икән. Торговый центр остановканың магазиннар ягына ике егет йөгереп чыкты юлны. Онда таксилар тора, и буларның җилле көн кесәләреннән акча коела. С кармана вываливаются деньги, там 2 купюры. Я такой, нифига себе, думаю, подбежал за деньгами, а деньги подкатились под машину, там таксист стоял. Я нагибаюсь, поднимает, там 200. Таксист такой: давай делиться. Я говорю: нифига, я говорю, я же нашел. И, короче, меня Аллах бізге берді шында акча, кистен акча, мен шуларга куандым, и шулай койтып киттик. Ирина кырына келдім мен онда. Мында шында как раз Зоргеда, біз әлі Зоргеда отырабыз. Вот, Зорге дегеннен менә беренче мәртәбә Иринаға мен килдем монда. Зур чәчкә күтәреп, роза күтәреп, менә шу трамвайда. Образ бүген менә трамвай тирәсендә отырабыз. Образ җимешен, менә бу безнең яшьлек еллары. Шу урамнарда без синең белән бик күп йөрергә туры килде, җыяр җитәкләшеп. Барысы да булды. Менә шу тәрәзәләргә карап йөрдем синең белән күпме. Кешеләрнең кухняларына, бездә дә шундый булсын диеп. Менә күпмедер еллар үткәч, 26 елда даже иртәрәк тә булды, Аллаһ Тәгалә безгә барсын да бирде. Акра сиңа зур рәхмәт. Минем белән булганың өчен, кайгы шатлыкларыңны минем белән бүлешкән өчен. Мин сине яратам. Менә инде бу общежитиедә без өйләнешкәннән соң җимешем белән шунда без яшәдек. Монда безнең 13 квадратлы бүлмә иде. Шунда без өчәү яшәдек, анда безнең Рафаэль бар, монда әбиләр дә булмады, шәбиләр дә булмады, үзебезнең полноценный безнең бүлмәбез булды. Шунда барсы да тырышлык. Мин нәрсә әйтәсем килә, җимешем, менә нинди көнгә без синең белән килеп җиттек. Ул барсы да синең аркада. Мин сиңа чиксез рәхмәтлемен. Шу общежитиелардан бүгенге көнне менә мин нинди бармын, бу барсы да синең рәхмәтең, синең булышуың миңа. Рәхмәт синең мине аңлаганың өчен һәр вакытта да янымда, мине һәр вакытта да син булышып тордың. Минем күңелем сынган вакытта да син миңа гүлкеш биреп тордың. Әле дә шулай, мин булмый дисәм, син һәр вакытта була дип тордың. Сиңа чиксез рәхмәт. Мин сине чынлап та бик яратам. Хөрмәтем чиксез, мәхәббәтем чиксез. Исән-сау шулай озын еллар бергә яшәргә насыйп булсын. Күңелләр тула барсында сөйләп бетеп булмый. Калганын Алла бирсә гомеребез буена сиңа матур сүзләрне, җылы сүзләрне әйтермен дә әйтермен. Рәхмәт сиңа. Барысы өчен, балаларым өчен, үзең өчен, мен тормышым өчен.